В этом огороде, в нескольких километрах от столицы, оперативными сотрудниками агентства по контролю наркотиков была обнаружена большая плантация опийного мака. Задержанный уже дает показания и признается, что планировал сбыть готовый товар по Кыргызстану. Грядки разбиты как по линеечке. Здесь аккуратными рядами произрастал опийный мак. 37-летний безработный хозяин огорода решил подзаработать. Во дворе дома он высадил 2300 кустов, которые через некоторое время дали бы богатый урожай опия сырца. Плантации скошены, и их владелец водворен в следственный изолятор. Я видела, что растет нечто такое, как сказать, не знала, что это конкретно опиумный мак, даже не предполагала, если честно, что все так серьезно. У него друзья тут собираются постоянно на той грядке. Я туда практически не хожу, потому что постоянно там сидят, и неудобно даже, если честно. В агентстве по контролю наркотиков говорят, что факты выращивания опийного мака в домашних условиях фиксировались и ранее, но не в таких масштабах. Специалисты не исключают, что количество таких фермеров может возрасти из-за подорожания наркотиков, поставляемых из Афганистана. Для ликвидации этой плантации было изъято 2300 кустов опийного мака, общий вес которого составил 28 килограммов. Данная партия наркотиков является одной из крупнейших за последние 2 года изъятых в Кыргызстане, так как посевы опийного мака очень весьма редки для Кыргызстана. Помимо самой плантации, у хозяина дома обнаружены самодельные приспособления и даже химические составы, необходимые для изготовления героина. Оперативники отрабатывают круг знакомых и связи задержанного. Скошенные образцы опийного мака отправлены на экспертизу. За незаконный посев наркосодержащих растений в Уголовном кодексе Кыргызстана предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет.